Михайлович, к сожалению, людей, которые пережили войну, остается все меньше и меньше. И, конечно же, нашему поколению, особенно нашим детям, внукам, важно услышать тех, кто успел быть на войне, кто в это время был просто ребенком. Сегодня мы пришли к вам, чтобы услышать от вас, как вам запомнилось это время. Сколько вам было лет, Николай Ильич, когда началась война? В 1941 году мне шел 12-й год. Ого. Он уже как... А где вы жили в это время? В деревне Жова, Камбарского района. Там родители мои родились. Семья была большая у вас? Семья была перед войной, это 9 человек. Дедушка, бабушка, отец, мать и нас 5 детей. Это до начала войны-то. А что-то вы помните, еще нет от начала войны? Как призывали? Как же обязательно. Вот в 1941 году, она начала в сентябре месяце, ой, в июне. Так. А я тогда в 5 класс перешел, здесь у нас в Фижово 4 класса было, Так. а 5 класс в Мазунино, 14 километров. Село Мазунь, может, слыхали, наверное. И 22-я война началась, тут уже вообще тревога. Сразу около сельсовета, там сельсовет у нас, столы, комиссия, лошадей выводят, лошадей смотрят, и лошадей телеги даже до этого были заготовлены. И вот первые дни вот это вот. И нас 1 сентября собрали в школу. Я говорю, мы туда приехали. И где-то неделю поручили нас по домам. По домам, чтобы собирать урожай в деревне. Уже в те годы хороший был 45 год. А отец работал на жатке, мы с ним вот и на жатке. Я 2 лошади, я как 3-я лошадь впереди, я с ним работал. 16 сентября пришла повестка. 16 сентября уже. Тогда дело серьезно под Ленинградом служил. 16 сентября. И сегодня повестка, завтра 9 повесток, сразу в раз в деревне. 9 здоровенных мужиков. И вот тут, ой, Господи, что было, ну, передать трудно, конечно. Все это в моей такой памяти, что вот сейчас у меня рассказ уж как-то не клеится, конечно, ну уж потерпите маленько. Повестка на другой день в Камбарку, в военкомат, и вот там на лошадях 4 подводы, вот эти 9 мужиков с семьями, там Тарасова переправа паромная до Камбарки. Куда, ну, здесь ушла проводы, исключаю, какие проводы были. Что там, слезы, горе, вся 9 мужиков, да, все женаты, у всех у одного только один ребенок было, у одного 7 даже было. Если бывали там, в Камбарке, Тарасов низине, там как раз. И вот когда подъезжаем туда, к переправе, и вот там берег весь заполненный народом и лошадьми. На переправу в Камбарку все рвутся. А паром-то маломощный был. Это, ну, правда, уже он тогда моторка была. И там что-то 8 подвод всего на паром-то, 4 здесь. И вот тут, Господи, кто мощнее, кто сильнее, все рвутся. Вот. Надо туда и с лошадьми их надо, потому что что там пешком тут. И вот как уж наши мужики, все-таки где-то что-то как-то толкали, все-таки добрались до этого вот на паром. На паром стали заезжать, мужичонка какой-то улетел в воду. Поселились, переправились и до Камбарки. До Камбарки приехали. В Камбарку приехали к военкомату. Около военкомата, вокруг военкомата, все улицы, переулки, все заполнены лошадьми и народом, приезжим из района. И вот комиссия там начала. Потом отцы наши ушли туда, а мы около военкомата там. Ну, у нас лошадь-то подальше тоже была. Потом приходят, они уже стриженные, вот такая кудрявая был отец. Еще там все это надо. Эшелон там шел из Свердловска. Камбарка-то не у самой линии,
примерно метров 50, наверное, такая низинка. Вот это все было заполнено лошадьми и народом уже. И вот мы все-таки, и там все слово лошади, туда уж ближе, потому что лошади-то дальше, а тут народ все был. И кое-как все-таки где-то протиснулись. Ну, а мы были брат мой, с ним вот бабушка, мама его. Вечеру в состав-то пришел, уже ночь наступала вечером. В июне, ой, в сентябре еще светло было. Ну, ночью, конечно, эшелон-то подошел. Как поезд подходит, Свердловска, там несколько этих вагонов, состав целый, там он уже гружен. А для наших-то, и же сколько, там я уже не знаю, вагон ли, два ли было, для колбасных-то. Построили на перроне, поезд подошел и началась посадка. То есть полный эшелон Начал посадку. остался уезжали, да? Да, Свердловска шел, а наш вот. И наши мама с бабушкой-то там где-то, а мы с братом здесь на лошади сидели в отделении. Потом, когда посадка закончилась, по вагонам, паровоз, это все, знаете, как в память, паровоз когда дал долгий гудок. Тот воп поднялся, рев такой, в толпы этой. И вот он так потихоньку набирает обороты. И вот эта вся толпа каким-то единым порывом двинулась вслед за этим суставом. Поэтому вот по этой ложбинке-то. То куда, то бежали, как бежали. Потом мама, бабушка подошли к нам, они, конечно, и эшелон шел. И в Ижевске формировалась первая дивизия 111 стрелкования в Ижевске. Вот 16 сентября. Они здесь проучились быстро. Вот, их долго в Ленинграде, вон обстановка какая была. И потом в Новгородскую область эшелон ушел. Потом их увезли. Ну, здесь уже нам, я с дороги, что ли, написал только письмо. И потом оттуда 2 письма было в Новгородской области. Они там начали войну. Они с дядей Пашей, с Шуриным со своим, были в одном пулеметном расчете. Максимум. Давайте о том, как вы жили в деревне Вежово во время войны. Много детей оставалось там? Там. У вас сколько оставалось в семье Так, детей? Я говорю, у нас 5 было. Угу. 5. Ну, старший брат с 22-го года был, ему уже 20-й год шел. Но пока он еще и потом призывали, то попозже маленько. Потом, туда в октябре месяце, мы уже в школу обратно Мазунина. Там вот я учился осень, зиму, далеко ведь там. А вот какой. Если нечего, а учиться это надо, ведь все равно как-то. Мы учились, тоже, это уж и написано, и писали, нечем писать-то было. Чернила я сам из карандаша, еще кое-чем. Теперь бумаги не было. Но играть-то время оставалось? А не без этого ведь. Все равно как-то ведь детство есть детство. А в какие игры играли? В войну? В войну играли кое-что, конечно. Тогда играли мы, до войны-то в Чапаева. Чапаева картина, вот в основном там было играть. Это ладно. А в немцев еще не играли, да? Нет, потому что нечего было глядеть, не было. Тогда не было, телевидения не было. Теперь киносборники-то потом пошли только. Киносборники-то где вот в 41 году ведь их мало очень было. А у нас эти кино-то приводили редко. Кино-то не было в деревне. Николаевич, а как по воспитанию? Да хоть я вот смотрите, хотя и работали у нас, хотя и отец бригадиром был, и старший брат уже работал, мы детишки. И у нас, когда вот он набрали у нас дом был большой, очень интересный, ну, состоятельные люди, его родители были. Там под стенками амбар был клеть. И вот я когда потом в амбар зашел, там сусеки были. В амбаре у нас сусеки, в одном сусеке в уголке было ржи малехонько в углу. Вот и все, что он нам оставил. И вот с этого, а что там? Дальше лебеда, вот это уж благополучно, лебеда спасала людей. Тут очень много и говорилось об этом.
картошка, ну, огород свой был, конечно. Пашни было 22 сотки, у нас картошку сажали, капуста, там ну, морковь, свекла. В основном капуста, картошка. И вот это. Ну, когда я там учился в 41 году, потом 42-й, ну что, я в субботу, пятницу приду домой, 14 километров. Там в воскресенье-то было, все равно выходной. Потом в понедельник и меня отвезут туда попутно или как, Мазунина там, через километр. Че мне? И хлеб какой-то она испекет, мама. Курвай хлеба мне на неделю, картошки, там еще что. Там сперва-то, а потом зима ведь там. А я жил сперва в частном доме на квартире, а потом там что-то далекого, грязно очень было. Где-то в ноябре, в декабре, наверное, месяце меня, как уж я не знаю, кто, а школа двухэтажная была, семилетка-то, и там была как коморка такая, там плита была, и там котел, воду кипятили, там комнатка была, и вот там ну, эти нары сделали, и там ребятишек поместили. И вот там 6 детишек жило там. Видимо, почему там жила одна девица из нашей деревни, она в 7 классе училась. Видимо, она меня там похлопотала, и меня сюда вот, в эту школе. Тут учились, тут вечером то по классам бегали, когда заняток. Играли, резвились. Но Николай вот это тут вот в школе. Николай Потом... я хотел спросить о том, как вы узнали, что война закончилась? Помните этот день? Это было 9 мая или попозже? Там уже дело-то шло к концу. Радио-то не было, газеты только были, потом слухи были и прочее. Я в это утро, 9 мая, я работал в поле. Мне уже было 15 лет, 16 лет, 16 год. Я уже и пахал, и сеял, все там, как за мужчину. Я не знаю, что я там ехал почему-то один с поля там. Может быть, где-то допахивал какие-то. Трактор вот оставлял такие клинышки, допахивали лошадь. Может быть, это как раз в мае, так, посевная ведь уже. Подъезжаю к конному двору, там народ немножко, ну, может быть, около 10 человек. Я сразу догадался. Подъезжаю там, никаких знамен, никаких речей, никакого начальства, никакого, ну, бригадир там, у нас председатель колхоза хороший был, и бригадир был хороший. Ну, они там разговаривают с людьми, вот это, плачут, там женщины, мужчины. Я подъехала, вы знаете, в какой... Потом, ведь я говорю, у нас, вот дядя Паша похоронка пришла, нам не было. Она потом пришла уже в марте месяце, что пропал без вести. Вот. Я, ну ладно, вам это надо. И никаких-то жест. А у меня, знаете, душой тяжело было, как-то не шибко радостно. Хоть какое ревел я мало, ну тут, правда, слезы навернулись же даже. Я пришел домой, мама уже знает, мама в слезах, конечно. А бабушки уже, бабушка уже тогда в Сарапуле, ее не было в деревне-то, отца, мать отца-то. Ну, известно что. И потекли вот наши эти буди ожидания. Раз пропал без вести. Были всякие случаи тогда. И вот и поты даже похоронки приходило. И все равно вот, это у нас нет, а потом вот здесь вот по рассказам. У нас таких случаев, ну были у нас случаи тоже в деревне. У нас даже двое вон и в плену были, двое, потом они пришли. Один тут помоложе, второй постарше, который, он шофером был. Взяли его. Николай, я все-таки вот не услышал, Теперь, само празднование было нет 9 мая, когда вы узнали? вот я вас вам и говорю, вот и все. И все, и я пришел домой, и на другое утро я уже выхожу на работу. Так. Поехал дальше пахать и сеять. Вот и никаких не было.
хотя естественно, Ну помните, как радовались? ну, так, На улице выходил народ. кто-то радовался, Кто-то ревел, тишина. да? Кто-то плакал. Я вам говорю, не было такой публики, не было. Обычно где-то что-то вам передают, рассказывают, а я вам чистую правду говорю. Это вот как, я где-то очень здорово помню, 16 лет. То есть скорби-то было гораздо больше, да, во время Так, праздника этого? Конечно. А сейчас как проходят Дни Победы? В 64 году мы сюда приехали, здесь все рядышком. Потом мы весь Святой огонь зажгли, попозже где-то уже. Каждый раз, как бы уже в порыве такого, что ли, чувства общего торжества, все как-то осадок, естественно, у меня. Даже до сих пор у меня там написано. Ну, сейчас, конечно, я не плачу, скажем, каждый раз. Столько лет прошло. Какое все-таки время для вас было наиболее такое счастливое? Вот эти 20 лет я жил в деревне, Так. до 50-го года. Эти 20 лет, вот это, ну, где-то вот, я, наверное, так, 12, школу 13 лет бросил мне было. И вот эти вот 13 лет, моих до 20 лет, 7 лет. Вот эти 7 лет еще у меня тут были моменты. Я там и в школе ФЗО поучился в Сарапуле на столяра 6 месяцев. Потом, это я уж, между прочим, сейчас. Потом школу ФЗО закончили, и нас увели в Кузбасс отрабатывать. Нас больше сотни мальчишек в ноябре месяце 47-го года. Там, когда мы в Кузбассе работали, что пацаны, ну 17, 18 лет уже, там даже эту комиссию проходили, призывную. Там 6 месяцев. Не приспособлено, ну правда, там барак был, нас поселили в бараке. В солярке, потом я там работал. И был тот такой момент там, куда работал, было иногда по 3 суток я голодом был. Денег нету, заработки плохие были, жить не умели, воровать не умели. Некоторые вот, если последние вот Сарапульские, они сразу как нас оттуда, что воровали, вот, ну, кудушки воровали. Меня опять, значит, это мы с одним пацаном там в столярке наверху после работы залезем, там ночевали, в общежитие уж не ходили, там такого роста был. И потом хороший у нас бригадир столяров был, он это с Украины, он комиссован был, но воевал он тоже. Он хороший, он мне хорошо относился, я работал хорошо. И, видимо, вот через него он узнал это дело, и он меня определил в общежитие к этим шахтерам. Там было 5 шахтеров жили, это я 6-й. 6-я, ну, видимо, каким-то он освободилось место. И меня вот определили к шахтерам. Там пожилые шахтеры, кто были как тут армии. Они в шахте работали, потом вот они там их кормили хорошо, и у них заработки были хорошие. И один паренек был, он постарше меня был, гулял. И я приду вечером, там после работы, у меня ничего с собой нет. А они придут, там едят, там хорошо. А один, хохол, он за мной все присматривался, пожилой мужчина. Потом сядет где-нибудь в сторонке и начал со мной разговаривать. А они меня предупредили, когда туда меня привели, к ним, вечером собрались когда-нибудь. Мне вот сидят, тут все сидят. Если только что-то заметим, если только что-то пропадет, все, считай, что. Да какое мне не место такое, я уж было, я бы даже по 3 суток он ел. И вот он приглядывался за мной, и иногда потихоньку стал подкармливать. 50-й год, когда оттуда мы убежали из Кузбасса-то в 48-м году, в 49-м у нас дом сгорел еще в деревне, вот этот здоровенный дом. Я еще построил дом, сумел, и в 50-м году нас призвали на границу. В июне месяце, и вот мы попали вот с Норвегией, сперва-то нас.
Мурманская область, там поселок Никель, там, вот туда с Норвегии. Там немножко, я сейчас коротко, там немножко не доучились даже, там организована школа сержантского состава окружная. И вот башкир, командир отделения был башкир 26-го года, они вот 7 лет служили. Вот какой-то он добрый прямо был. Вот они воевали, он опять ко мне присматривается. Он потом говорит, я тебя, школа будет, я тебя определю в школу. А слухи-то ходили, такие, ой, я не пойду, товарищ. А что там спрашивать, что ли, будут? 21 человек, что ли, определили нас, потом за нами походят. Оттуда приехали, и вот отсюда и началось мое, так сказать. Там мы не закончили еще курс этого, а здесь уже сами вот строили, я столяром был, строили дома для офицерского состава, жилье. Общежитие потом строили. Там была кавалерийская часть, финская, большая. Вот там из одной делали казарму для солдат даже. И вот, в общем, там мне некоторые стонали тяжело, мне все легко было. Может быть, тяжело, ладно. И вот потом началась учеба. Учеба началась, а у меня 5 класс, не закончила, а 5 класс. И опять тут попал такой командир Зяврев, командир, капитан, донской казак, он в кавалерии где-то, пограничник, правый строй. Он здесь у меня на снимке. Он опять там ко мне приглядывался. И вот стали распределять. Он уже меня к себе уже достал, учил достал. Ну там 4 отделения, там по заставам тоже, 7 застав, школа-то. 4 отделения и в каждой заставе. Да, по 4 отделения. И вот я в 7-ю заставу попал, ну, самой был заместитель его. Старшина хороший был. Ведь тут сами хорошие, и они хорошие были. Но всякого было, всякие были. Такие были там, что вот у нас 8-я застава была пулеметно-минометная. Ох, и он гоняли, ой, гоняли. Вот они со стрельбы едут, и вот этот, он вот ручной, этот еще ручной, станковый пулемет, вот тележка, вот это, потом, в общем, ладно, гоняли, ладно, дальше. Ведь представьте себе, когда мы потом проучились, когда закончили там, экзамены сдали, у меня там все записано, и нам присвоили звание, и опять стали здесь набирать следующий набор, сюда уже учить, других учить набор. И опять он меня оставляет, капитан Зяврев, оставляет меня здесь командиром отделения уже, учить. Тут, там редко человек был с 7 классами, в основном 5, там 6, 4 в основном. И опять он меня оставляет здесь. И вот я уже тут сам учил ребятишек, были хорошие, с Вологды, ну и прочее. И вот, сколько лет вы служили? И вот 3 года и 8 месяцев. 3 года? Вот, кстати, да, и уже в 54-м, уже в январе. Это, вот я и говорю, что хорошего у меня от службы-то осталось. Как, если сказать, легко, нелегко, тяжело. Или, наверное, тяжело. Но я был деревенский парень, он крепкий, видимо, да, переносил это все. Что бы хотели сказать школьникам, детям, своим близким? Если кто учится, так само собой, только учить, хорошо, очень хорошо учиться. Как я учился, 5 классов, закончил старшиной заставы был даже. Стало быть, что-то было, учился, стало быть хорошо.